Да здравствует 1 мая, День международной солидарности трудящихся, в борьбе за свои права. Ура, товарищи! Ура! Митинг, посвященный 1 мая, международной солидарности трудящихся, в борьбе за свои права, объявить открытым. Ура, товарищи! В эти дни Центральный комитет партии обратился к населению, к народу Российской Федерации, к мировому сообществу со словами и заявлением о смысле и значении праздника 1 мая, как мы сегодня понимаем, и на что обратить внимание. Я просто хочу ознакомить с этим заявлением. Сегодня, 1 мая, все прогрессивное человечество отмечает День международной солидарности трудящихся. Для миллионов рабочих и крестьян в нашей стране и за ее пределами 1 мая является символом дружбы, братства, пролетарского единства и борьбы против капиталистической системы. Системы, порождающей хаос, войны, голод, нищету и массовую безработицу. В этом году мы встречаем 1 мая в обстановке критической напряженности, вызванной беспрецедентным давлением со стороны США и Запада. На протяжении всей истории существования Советского Союза, а затем и Российской Федерации, крупный иностранный капитал видит в нас не доброго соседа, а лакомый кусочек. Для нас, коммунистов, очевидно, коллективный Запад, нажившийся на развале Советского Союза, мечтает провернуть то же самое с Россией. Их цель – раздел страны с последующим переходом под внешнее управление земель, богатых нефтью и газом, алмазами и ураном. Разжигая конфликт на братской Украине, США решает свои собственные задачи, главная из которых – утверждение мирового доминирования экономического, политического, технологического и культурного. Утверждение представителей НАТО о том, что мобилизация против России была незапланированным ответом на специальную военную операцию, проводимую нашей страной, абсолютная нелепица и ложь. Это война, которую Соединенные Штаты и НАТО долго готовили, инициировали и провоцировали. Они планомерно и цинично разрушали многовековые связи России и Украины, финансировали националистические батальоны и группировки, поощряли создание культа Бандеры и Шухевича. Вместе с тем для нас очевидно, происходящее на Украине дело рук не только заокеанских господ. Масштабная коррупция, безработица, криминал, разгул олигархии и обнищание населения – вот что вывело в 2014 году народ на улицы Киева. Все эти пороки, присущие России. На протяжении 30 лет, прошедших после преступного развала Великой Советской державы, Ельцины, Гайдары, Чубайсы дербанили страну. Они распиливали на металлолом заводы, распродавали за копейки фабрики и градообразующие предприятия, лишали наших детей доступного образования. Мощнейшая аграрная держава была превращена в сырьевой придаток Европейского Союза. Тысячи людей лишились работы. Малый и средний бизнес оказался на грани разорения. Мы убеждены, только левый поворот способен обеспечить выход из кризиса. На фоне обострения глобальных капиталистических противоречий происходит рост рядов международного рабочего класса. Скачок цен на ЖКХ и энергоресурсы подтолкнул французов, англичан, итальянцев, испанцев и немцев выйти на улицы. Мы заявляем о своей солидарности с рабочими всех стран, борющимся за свою свободу и право на достойную жизнь. Вместе с тем мы открыто говорим поджигателям войн и их марионеткам: все попытки уничтожить Россию обречены на провал. На нашей стороне мудрость великого многонационального народа, историческая правда и справедливость. Мы, участники митинга, призываем всех представителей народно-патриотических сил Коммунистической партии Российской Федерации объединиться против общей угрозы. Борьба против империализма может успешно вестись только путем политической мобилизации трудового народа с учетом наличия цельной социалистической программы. И у КПРФ она есть. Да здравствует 1 мая! Да здравствует международная солидарность трудящихся! Слава труду!
Слава советскому народу, победителю в войне с фашизированной Европой и милитаристской Японией. Да здравствует 1 мая! Ура, товарищи! Слово Артуру Николаевичу Алексееву. Дорогие товарищи и друзья, вот в такой солнечный, ясный день каждый год мы с вами, теперь уже, мне кажется, давным-давно отмечали замечательный праздник солидарности трудящихся. И сегодня хотелось бы мне тоже поздравить всех вас с Днем международной солидарности трудящихся за борьбе за свои права, за свое счастье, за свое будущее. Но сегодня, сегодняшний 1 мая в обнаженном виде показывает, что это не праздник, это действительно день борьбы трудового человека за свои права, за свою свободу, за свою честь, за свою совесть. И невольно приходят мысли, а как же мы пришли к такой ситуации? Как же с нами такое могло случиться? Огромной, великой державе. Но вот наши последние 33-летний христосовский период времени мы увидели, как это делается. Первонаперво всех нас привели к тому, что мы стали пренебрегать своей историей, своей родиной, своими родными и близкими. Как пренебрегать? А очень просто. Стали переименовывать улицы, стали сносить памятники, а теперь обижаемся, что вон на Украине переименовывают улицы. А кто начал? Мы начали. Мы теперь пожинаем плоды вот этих своих действий. Откуда они пошли? И сколько раз нас предупреждали вожди нашей революции Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин о том, чем занимается международный империализм, как он будет на нас воздействовать. Вы помните, наверное, все те материалы, документы, которые связывают с именем шефа ЦРУ США Аллена Даллеса, что нам подменят наши ценности. Вот они произошли. И мы видим сегодня, что молодежь, несмотря на сегодняшние ее трудности, она продолжает индифферентно реагировать на все свои проблемы. Нам промыли мозги всякие Кашпировские, нам промыли мозги подменой истории, заменили систему обучения, заменили, я не знаю, в Якутии действуют законы, вы знаете, что мы не можем поймать в речке больше, чем 5 рыбок. Знаете? Вот так вот, такие законы у нас сегодня действуют. Одни штрафы, одни налоги, а налоги-то тоже скрытые. На самом деле мы платим не 13% подоходных налогов, а больше 60%. Потому что каждому, кто работает, руководитель его еще перечисляет в социальный фонд сверх того, что он обязан был дать своему работнику, перечисляет социальный налог так называемый. А вы посмотрите, сколько сегодня автомобилей. На каждой заправке в бензине сидят деньги, которые называются акцизом. Это тоже мы с вами платим. И вот так вот все набирается примерно. От того, что мы должны заработать, получить на руки и обеспечить нормальное существование своей семьи, больше 60% уходит в налоги. А где эти деньги? А эти деньги у полковников милиции, у которых КАМАЗами вывозят эти взятки, эти всевозможные жульнические схемы. А почему наш народ стал такой доверчивый? Да очень просто, он недоверчивый. Это две причины. Первая причина. Людей всех толкнули на то, что добиться известной американской мечты. Одним ударом хапнуть бабки, одним ударом схватить деньги. И ради этого идут на все, что угодно. И пошли звонки пенсионерам, у которых
обманом выбирают последние деньги. Вот такая наша жизнь. Поэтому, дорогие друзья, мы должны с вами, те, кто еще понимает происходящие события, сделать все, чтобы это дошло до каждого нашего гражданина. Впереди предстоит тяжелейшая, сложнейшая борьба. Вы смотрите, нас здесь сколько. И смотрите, сколько там народу везде ходит. И им безразлично многим. Мы должны это сделать, чтобы это стало безразлично для каждого. Чтобы каждый понял, что мы имели и что мы потеряли. И в этот день я хочу пожелать всем нам, что все-таки настанет тот день, когда мы с вами сможем сказать: 1 мая – это праздник международной солидарности трудящихся за свои права, за свою жизнь. Ура, товарищи! Ура! Ура! Уважаемые друзья, вот у нас ребята сейчас подойдут сюда. Пожалуйста, Альберт, Виктор, Ростислав, подойдите сюда. Вот они с фронта, приехали в отпуск. Давайте их поблагодарим. Искренне поздравляю всех с праздником 1 мая. Желаю всем счастья, успехов. Ну, как человек, участвующий в специальной военной операции, скажу то, что коммунистическое направление – это самое правильное. Мы в этой системе победили фашизм Второй мировой. И если направление такое же возьмет государство, мы победим и в нынешних боях. В этом я убежден, потому что это самая эффективная система управления государством. Ура! Мы гордимся вами, гордимся, как и многие, которые сейчас там, и ваши товарищи, и все наши участники боевых действий. Победы, прежде всего. И вам спасибо. Слово среди предоставить Борису Онуфриевичу Николаеву, председателю Якутского регионального отделения профессионального союза работников агропромышленного комплекса. Пожалуйста. Товарищи, вот мы помним, до прошлого года наш город Якутск по выводу народа на демонстрацию мы занимали по России все время 3-е или 4-е место после Москвы, Ленинграда и Грозного. Да? А сегодня вот получается вот такая картина. Но меня это очень сильно обрадовало. Почему? Потому что наконец-то мы отошли от административного участия этого мероприятия. Раньше демонстрации проводила в основном мэрия города, да? И все, колонны там с самого утра там где-то формировалось, целый день мы ходили. Все это было что? Ну, наружная видимость. А вот сегодня вот на Комсомольскую площадь пришли те люди, которые реально, значит, убеждены, что так надо делать, так надо жить. И вот наши профсоюзы тоже в последнее время меняют свою тактику и политику. В каком плане? Если мы раньше боролись за численность наших членов профсоюза, то сегодня этого у нас не требуется. Нам сейчас нужны члены профсоюза, которые хотят и умеют, и желают бороться за свои трудовые и социальные права. Нам такие члены профсоюза нужны, а не те люди, которые ждут от профсоюза всякие льготы, там всякие вот такие дела, которые раньше были еще при советской власти. Вот скоро придут ребята, которые с лицом к лицу соприкосновения стоят мировым империализмом в лице натовских псов империализма. Они вот, ребята уже стоят, да, еще придут, после этой победы придут и спросят, что вы сделали для того, чтобы воевать, бороться против империализма. Чем вы тут занимались? Поэтому, товарищи, не будем падать духом. Как любое событие для нас это, как говорится у нас в России, чем больше нас бьют, тем сильнее мы крепчаем. Вот ребята стоят, которые прошли огонь и воду на фронтах натовскими
военными. И вот видим, все молодцы они не сломленные, они полны решимости побеждать этих империалистов. Поэтому мы, работники агропромышленного комплекса, мы тоже находимся в переднем крае борьбы за продовольственную безопасность нашего государства. Поэтому в этом поприще мы знаем, что начиная от Краснодарского края, Ставрополя, кончая Камчатка, там все везде, там, где наша Россия, мы выталкиваем с нашего рынка сельхозпродукции, продукции империалистов. Поэтому, товарищи, когда вы заходите в магазин, покупайте наши продукции покупайте. Тем самым вы будете оказывать поддержку нашим усилиям. Спасибо. Спасибо. Ура! Сельскохозяйственным труженикам сельского хозяйства! Ура! Слово предоставляется председателю Якутского регионального отделения общероссийского движения «Дети войны» Иннокентию Давыдовичу Васильеву. Пожалуйста, Иннокентий Давыдович. Вот он здесь, рядышком. Спасибо. Уважаемые товарищи, сегодня великий праздник. Праздник солидарности трудящихся мира. Я, как председатель «Дети войны», хочу маленько сказать в том, что наши молодые, некоторые люди забыли, что дети войны во время войны так страдали, голодали, хорошо не одевались. Вместе со взрослыми днем и ночью работали. Когда война закончилась, послевоенные годы, они все вместе встали и работали за возрождение нашей Родины. Они победили, они построили большие города, они победили космос, первым вылетели в космос. Они были первыми, но, к сожалению, в 90-х годах их всех обманули. Все, что у них накоплено, все украли. Оставили их самым низким пенсиям. Но они духом не падают. Они постоянно сейчас борются, рассказывают молодым, как надо жить, как надо бороться. Поэтому все равно будет победа всегда за нами. Мы чтим своих предков. 1 мая они свой труд борьбой восстановили, поэтому сегодня празднуем мы День 1 мая трудящихся, солидарности и мира. От имени «Дети войны» поздравляю всех с 1 маем, здоровья крепкого и плодотворной борьбы жизни. Ура, товарищи! Ура! Слава детям войны! Ура! Слово предоставляется Яковлеву Александру Петровичу, редактору газеты «Туймада», нашей народной газеты. Я хотел бы вот здесь поблагодарить его за то, что он публикует материалы самые принципиальные. Наши документы нашей партии, Коммунистической партии, Центрального комитета. И он пишет правду, и мы очень ему благодарны. И даем ему слово, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые товарищи, дорогие друзья, всем, кто собрался здесь, на этом митинге, очень сердцу, вы все знаете, что сердцу очень близок этот наш 1 май. Мы с детства знаем, с детства, с юности, с молодости, как мы 1 май встречали. Буквально в каждом частоколе был привязан флажок маленький, красные флаги повсюду, транспаранты, лозунги, все красное. И как мы радовались этому празднику. Этот праздник мы признаем всенародным, всемирным. Почему? Это пробуждение народа, пробуждение стихии, природы. Ну, а сейчас как? Мы все видим, выступавшие все сказали, высказались, в каком состоянии находится наша экономика. Но я буду краток.
минимальный размер оплаты труда никак не дотягивает до потребительской корзины, до размера потребительской корзины. А средняя зарплата за прошлый год признан в размере 92 тысяч рублей. Это значит, по логике вещей, каждый из нас получает по 93 тысячи рублей в месяц. А в реальности, вы все прекрасно знаете, что это не так. Это значит, что кто-то получает 20 тысяч рублей, а кто-то 180 тысяч рублей в месяц. Это как в известном анекдоте. Кто-то кушает капусту, а кто-то ест, лопает мясо, а в среднем все едят голубцы. Но так не должно быть, дорогие товарищи. Но мы не унываем. За нами правда. За нами будущее. Будущее наших детей, внуков. Будущее всего человечества. Поэтому вперед, товарищи! Ура! С 1 маем! Ура! Слово предоставляется председателю региональной общественной организации многодетных семей нашей республики «Большая семья» Альберту Николаевичу Васильеву. Этектебалах, Сахасирина Лохтахтара, уважаемые горожане, гости столицы, дорогие товарищи, поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся. Первый раз в России этот праздник был отмечен в 1891 году. Его организатором был Бруснев Михаил Иванович. Их целью была эта поддержка забастовки американских рабочих в городе Чикаго, которое произошло в 1886 году. Их задачей было сокращение рабочего дня с сохранением заработной платы. Впоследствии этот же Бруснев Михаил Иванович, как полицейный, впервые провел 1 мая у нас в Якутии в 1899 году на берегах реки Яны в Верхоянске. Уже в 1917 году в России этот праздник прошел без всяких запретов. А уже 1 мая 1918 года Советская Россия это провела впервые как официальный праздник. И тогда впервые появился всем известный символ Союза крестьян и рабочих, это серп и молот. Его автором был Евгений Иванович Камзолкин. Эти все исторические факты я привожу не просто так. Допустим, Артур Николаевич уже поднял здесь тему истории. Есть всем известное выражение: кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое. Кто контролирует прошлое, тот управляет будущим. И вот, что такое СВО? Это результат действия западных стран. Их целью всегда было и является расчленение нашей страны, затем порабощение и уничтожение. И они добились того, что изменили историю, стерли память тем же русским людям, которые живут на Украине, в результате чего 1 мая 2014 года был совершен поджог Дома профсоюза в Одессе и начали бомбить Донбасс. И наша с вами задача сохранять нашу историю и доносить до наших потомков, чтобы больше не было такой беды на нашей земле. Мы должны вернуть все те социалистические завоевания, которые были достигнуты кровью и потом советского народа. Еще раз поздравляю вас всех с днем, с настоящим народным праздником, Днем международной солидарности трудящихся. Ура, товарищи! Ура! Слово предоставляется Иннокентию Ивановичу Романову, секретарю Якутского городского комитета партии. Пожалуйста. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались, чтобы отметить один из наиболее значимых дней международного рабочего класса, День международной солидарности трудящихся. Ну вот меня немножко опередил Альберт, он вам историю рассказал, но между прочим, 1 мая или борьбу за 8-часовой рабочий день начали рабочие Австралии еще в 1856 году, оказывается. Да, и затем произошли события в Чикаго.
А затем Парижский конгресс Второго интернационала объявляет 1 мая днем международной солидарности трудящихся. И вот с 1890 года этот день является вот этим днем борьбы за солидарность. И прошло, соответственно, 133 года со времени объявления Дня международной солидарности трудящихся. Значит, но мы с вами живем в очень неспокойное время. Вообще время, 20 век был очень сложным, 21 век тоже остается очень сложным, и продолжается борьба. Если на мировом уровне это идет борьба между социализмом и капитализмом, в конечном итоге, и как предвещали еще Маркс, Энгельс, Ленин, о том, что социализм, коммунизм победит в любом случае, это историческая неизбежность. Другое, значит, сейчас вы знаете, Соединенные Штаты и НАТО, которые слабее с каждым днем, тем не менее цепляются за мировую гегемонию, пытаются создать однополюсный мир. Но мир изменяется, причем тоже с каждым днем в пользу сил антикапитализма, антимонополизма и так далее. Народный Китай, коммунистический Китай, значит, Республика Индия, Российская Федерация, вот эти три крупных страны, они стали на пути мирового терроризма, на пути мировой диктатуры. И они победят, а мы вместе с ними. Ну, далее, вы знаете, у нас самая горячая сейчас точка – это Украина. Украина действительно это событие, которое навязано международным империализмом, с одной стороны, с другой стороны, вот правильно говорил Виктор Николаевич, Артур Николаевич, о том, что внутренние силы наши, вот, как говорится, та самая пятая колонна не дремлет, и вообще тот порядок, который они установили с 91 года, вот этот прозападный, этот, как говорится, либерально-рыночный капитализм, так, вот он является тоже врагом рабочего класса, врагом трудящихся. Он действует изнутри. Поэтому на той же Украине не только внешние, но и внутренние силы, но это недобитые бандеровцы и так далее, захватили власть. Но все это временно. Победа прогресса, народовластия, демократии, социализма будет неизбежна. Я должен сказать, что проблемы Российской Федерации никуда не исчезают, несмотря на то, что специальная военная операция, конечно, у нас на первом месте, но социальные проблемы, экономические проблемы, культурные и духовные проблемы в России и в Республике Якутия остаются, и решать им надо нам. А эта власть, она эти проблемы только, как говорится, загоняет в тупик. Она их не решит, решать придется нам. Поэтому 1 мая это день солидарности всех, не только рабочего класса, всех трудящихся, всех стран, 142 страны отмечают этот день. Так, и наша республика, вы знаете, была в последние годы, она одна из самых левых регионов Российской Федерации, и мы будем впереди всяких революционных преобразований. С нашей помощью, я думаю, народ проснется, и в конечном итоге власть будет за нами, победа будет за нами. Ура, товарищи! Ура! Переходим к нашей резолюции. Уважаемые товарищи, поддержим проект КПРФ и профсоюзы. Проект направлен на защиту интересов наемных работников и на взаимодействие с профсоюзными организациями. Такой проект уже открыта линия, которая доступна, работает круглосуточно, любые могут позвонить по этой линии, информация дойдет до самого высшего руководства Центрального комитета партии и наших профсоюзов, независимых, те, которые поддерживают. Первое. Второе. Требуем прекратить произвол руководства Алдан Золота, горнорудной компании, которая нарушает права трудящихся и вводит вахтовый метод работы водителей только с одной целью – усилить эксплуатацию рабочих. Многие не согласны с этим, уже уволены. Третье. Год труда, который объявлен в республике, основные лозунги у нас: защита интересов человека труда, защита интересов государства. Главная задача социального государства – защита человека труда. Четвертое. Поддерживаем заявление Зюганова о том, что прекратить позорную практику маскировать мавзолей Ленина 9 мая на Красной площади. Участники парада должны услышать приветствие с трибуны мавзолея
Владимировича Ленина. Пятое. Принять изменения в закон республики, он подготовлен и уже представлен в Госсобрании УТМ о детях войны в целях увеличения материального и моральной поддержки наших ветеранов, защитников нашей Родины с детства. Шестое. Международный антифашистский форум прошел в Минске 22 апреля 2020 года. Развернуть большую работу по доведению документов форума до населения. Меморандум об объединении сил в борьбе против фашизма. Продолжить всестороннюю поддержку участников боевых действий в проведении специальной военной операции и их семьи. Седьмое. Продолжить акцию в поддержку коллектива подмосковного совхоза имени Ленина и его директора Павла Николаевича Грудинина. С августа 2018 года состоялось 1224 суда против народного предприятия. 1224. 994 дня на это потрачено, суд заседал. Победа будет, совхоз будет сохранен, другого не должно быть. Восьмое. Вернуть имя городу-герою Сталинграду. Это тоже нужно обязательно сделать. Уважаемые товарищи, еще раз горячо и сердечно поздравляем с Днем международной солидарности, с Днем борьбы за права трудящихся. Митинг мы сегодня завершаем, но борьбу усиливаем и продолжаем. Победа будет за нами, победа будет за социализм, народовластие. Ура, товарищи! Принимаем резолюцию. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо.